Доброго утра, дорогие телезрители! Мы приветствуем, как всегда, всех наших любимых телезрителей, кто сейчас находится по ту сторону экрана. И это «Утро Якутии», и с вами я, Дарья Анкехова. У нас понедельник, и я предлагаю вам уже проснуться, собраться, приготовить вкусный завтрак, ну и, конечно, ближайший час провести с нами, потому что о последних новостях узнаете именно от нас, о полезной информации также от нас. Ну и, конечно, сегодня у нас в студии будут обязательно очень интересные гости. Ну а как всегда, начало нашего эфира мы начнем с рассказа о погоде. В центральных районах температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 12 градусов. В заречной группе 12,5 ниже 0. В южных районах до минус 11. В Вилюйской группе 15,11, в Нижнеленских до минус 14. В западных районах 19,8 градусов со знаком минус. В Колыман-Дигирской группе улусов до минус 27. В Янских районах 25,6 градусов ниже 0. На северо-западе до минус 21. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была минус 12 градусов. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-западный 2 метра в секунду. Сегодня днем преимущественно без осадков. Ветер западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ожидается до минус 6 градусов. Ну и, конечно, интересно, какие же новости произошли на территории нашей республики и далеко за ее пределами. Давайте предоставим слово нашим коллегам из информационной службы. Коллеги, доброе утро. Доброе утро, Якутия. Сейчас блок новостей. В соцфонде России формируют свои пенсионные накопления более 37 миллионов россиян. Общий объем этих накоплений превысил 2 триллиона рублей. Так, в прошлом году управляющие компании фонда заработали для граждан среднюю доходность в размере 9,75%. Накопительную пенсию выплачивают дополнительно к страховой. Этот вид пенсии формируется за счет страховых и дополнительных взносов, внесенных работодателями или будущими пенсионерами. Средства инвестируют, и полученный доход увеличивает размер накопительной пенсии. 400 лет насчитывает история якутского казачества. В честь этой даты прошло торжественное награждение казаков, вернувшихся из зоны специальной военной операции. Награждены свыше 100 человек. В частности, медалями 400 лет якутского казачества и 300 лет якутского казачьего полка. Всего к награде будет представлено около 70 казачьих подразделений. Первые казаки появились в Якутии в 1623 году под предводительством атамана и землепроходца Пантелеймона Пянды. Первый якутский казачий полк был создан указом Петра I 24 февраля 1701 года. Они достойно отвоевали, с Бутором воевали, отвоевали 47-я танковая дивизия, 150-я мотострелковая дивизия, ну и много других еще дивизий и батальонов. Достойно отвоевали, вернулись все живые, никто не раненый, Господь нас охраняет. Ну, воюем достойно, командование достойно, благодарность мне пришла от командования 47-й танковой дивизии за наших бойцов. Маршрутные автобусы начнут ездить по проспекту Ленина после его реконструкции ориентировочно с середины ноября. Об этом сообщил директор компании «Главстрой» Алексей Варламов. Сейчас идет установка автобусных павильонов и вынос сетей связи. Напомним, капитальный ремонт и реконструкция проспекта Ленина начались 2 года назад. На центральную дорогу Якутска заезжали 16 из 18 маршрутных автобусов. С началом ремонта дороги они поменяли схему движения. И теперь автобусы должны вернуться на проспект Ленина с 15 ноября. В Якутске завершился республиканский турнир «Новые имена», куда по правилам не допускались масс-рестлеры со спортивными званиями и медалями крупных соревнований. Порядка 150 начинающих спортсменов вышли на помост. Так, в категории до 75 килограммов выступил чемпион республики по национальным прыжкам Яков Дмитриев из Кобейского улуса, известный своим выступлением на играх Дыгына. Спортсмен не имеет спортивного разряда в масс-рестлинге, поэтому имел возможность участвовать. В итоге он стал серебряным призером, уступив в финале Андрею Соколову из команды СФФУ. Один из зачинателей Николай Сафронов в свое время на его призы было
организовано соревнования, чтобы там участвовали только молодые, неименованные. Вот с тех пор, это было уже конец 90-х, с тех пор и традиционно проводят. Вот сейчас есть задумка проводить 2 раза в год. Плоды, конечно, дают, потому что вот с тех вот это выросли до заслуженных мастеров спорта. Совсем скоро в России отметят самый главный семейный праздник – Новый год. Более 60% опрошенных россиян ценят новогодние каникулы за возможность выспаться. Как отметили эксперты сервиса, проводившего исследование, россияне выделяют следующие положительные возможности новогодних каникул. Возможность провести время с семьей, друзьями, близкими – 81%. Возможность ездить отдохнуть по стране – 64%. Возможность отдохнуть и выспаться – 61%. А 84% россиян довольны длинными новогодними праздниками. 12% опрошенных говорят, что они не нужны. Еще раз доброе утро всем, кто, возможно, только-только открыл глаза. Но вот многие из нас не любят утро, но от того, как оно начинается, зависит очень многое. Мы призываем вас наслаждаться этим временем суток, ведь 90% успеха зависит от того, как вы его встречаете. А если вы его встречаете с нашей программой «Утро Якутии», то у вас настроение, мы надеемся, будет точно замечательным. Далее мы знакомимся со знаменательными событиями 30 октября. На календаре 30 октября. Сегодня отмечают День основания Российского военно-морского флота, День инженера-механика в России, День тренера, День памяти жертв политических репрессий. По народному календарю наступал День оси и колесник. На Руси в этот день уделяли много внимания колесам. Телеги ставили в сарае до весны, а перед этим проверяли их исправность. Если требовалось, нехитрый транспорт чинили. В любом случае колеса снимали с осей, а по последнему скрипу колес телеги гадали об урожае. Если колеса едут тихо и не скрипят, на следующий год уродится много хлеба и овощей. В этот день, в 1888 году, получен патент на шариковую ручку. В 1922 принят первый земельный кодекс России. Основной задачей этого документа являлось урегулирование крестьянского землепользования. В 1941 началась героическая оборона Севастополя. В 1967 в космосе впервые состоялась автоматическая стыковка космических кораблей. В 1990 в Москве открыт памятник жертвам политических репрессий. В этот день родились Диего Марадона, аргентинский футболист, звезда мирового футбола; Александр Лыков, российский актер; Людмила Рогачева, советская российская легкоатлетка, призер Олимпийских игр, тренер; Иван Янковский, российский актер театра и кино. Именины отмечают Александр, Анатолий, Андрей, Антон, Иосиф, Кузьма, Леонтий и Сергей. 5 шариковых ручек. Согласно статистике, примерно столько каждый из нас теряет в месяц. А сколько съедено колпачков, никто даже и подсчитать не сможет. А еще одной ручкой можно прочертить линию длиною 2 километра или написать 50 тысяч слов. Интересная статистика, да? Каждую секунду в мире покупают около 125 шариковых ручек. Ручки коллекционируют, ими пишут картины и даже проводят соревнования. 30 октября 1888 года была запатентована шариковая ручка. За это время она потерпела много изменений. Вот как же выбрать хорошую ручку и какие последствия за собой влекут неправильные выбранные ручки плохого качества? Давайте разбираться. Мы писали, наши пальчики устали, а теперь мы отдохнем и опять писать начнем. Смысл этой школьной пятиминутки советских времен понятен. Но, по словам многих специалистов, лучше не отдыхать от письма, а подобрать правильную ручку. Иначе заболеть могут не только руки. Зачем серьезно относиться к шариковой ручке?
пишет и хорошо. Примерно так думают большинство из нас, но она не так проста, как кажется на первый взгляд. Неправильно подобранное пишущее устройство может привести к перегрузке мышц кисти и ее мелких суставов, к возникновению воспалительных заболеваний в области локтя, плечевого сустава, к боли в шейном отделе и в целом, искривлению позвоночника. Положение ребенка к парте, например, да? Ребенок должен быть немножко ближе, но не слишком близко, чтобы именно локтевые суставы вот так опирались, чтобы ребенок не сидел вот так. И не слишком далеко, чтобы он вот так не опрокидывался. Расстояние должно быть между ребенком и партой на примерно 10 сантиметров, это в среднем. Чтобы предплечья, они были в таком положении, чтобы вот ребенок ставил предплечье параллельно вот именно к парте, и чтобы писать, держите 3 пальцами вот так именно, и не обволакивая направо, либо налево. Ровно должен ребенок сидеть посередке, чтобы не было сколиоза, нарушения осанки, либо каких-то других деформаций. Прорезиненная и трехгранная. Такая оптимальна для захвата. А чтобы не перегружать локтевой сустав, ее длина должна составлять 15 сантиметров, не больше. Хорошо, если ручка будет равняться толщине указательного пальца, а пальцу большому лучше не баловаться кнопкой. Такая привычка также может привести к неприятным последствиям. Лучше, если ее стержень будет открываться при помощи кругового движения. Держать пишущее устройство также надо правильно. В моей практике... 3 пальцами, говорят, да? Например, наши учат в школе, да, правильно держать ручку вот именно вот так, 3 пальцами, не вот так, а именно кончиком пальцев держать именно вот так, чтобы писать ровно и красиво. Не вот с серединой фаланги, не кулачком, не всеми пальцами, не 4 пальцами, не 2 вот так, а именно 3 и на кончиках именно. Теперь о материале. Безопаснее ручка металлическая, но она тяжелая и подойдет скорее для мужчин. Лучше всего, чтобы корпус ручки был сделан из прозрачного пластика. Если она почти невесома, плохо. Ребенок будет вынужден компенсировать малый вес сильным сжиманием в пальцах, а значит, быстро устанет. Разнообразие моделей и производителей оставляет большой выбор для пап и мам. В итоге можно подобрать такую ручку, которая будет соответствовать и требованиям, и потребностям вашего ребенка. С 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года в Москве пройдет выставка «Форум России». В масштабном мероприятии примут участие 89 регионов, которые представят свои достижения в различных отраслях. О том, как ведется подготовка к этой выставке и что представит наша республика, нам расскажет гость нашей студии. Это министр предпринимательства, торговли и туризма Якутии Тимур Юрьевич Ханды. Тимур Юрьевич, доброе утро. Доброе утро. Расскажите, что представит, конечно, наша республика на этой выставке, да? Чем порадует и кого и как мы можем удивить? Знаете, выставка – это грандиозное событие для нашей страны. 89 субъектов Российской Федерации в течение 161 дня будут показывать свои достижения. Это современная Россия, о которой должен знать каждый. Ну и, соответственно, у каждого есть своя экспозиция, более 130, наверное, 160 уже экспозиций на сегодняшний день зарегистрировано, и у нас есть своя отдельная экспозиция, где мы будем показывать наш потенциал. Промышленный, научный, культурный, спортивный. Поэтому я думаю, что наше направление — это туристический потенциал, эта зима начинается с Якутии, это вкус Якутии и все, что с этим связано. Ну вот вы уже затронули тему того, что обязательно будет якутская национальная кухня, да? Вот поподробнее здесь, что можно будет увидеть всем посетителям выставки? Знаете, у нас очень много активности в этом плане. Мы начинаем в день открытия, это 4 ноября, мы будем показывать наши мастер-классы. Наша кухня довольно-таки известная. А также у нас будет День субъекта, День Республики Саха-Якутия, это 12 ноября, и День арктической кухни. Вообще, в целом, на выставке есть очень большой дом экспозиции, дом русской кухни, где ежедневно будут проходить гастрономические мероприятия. Ну и почти каждый гражданин нашей страны знает, что в Якутии особенная кухня. И это незабываемое ощущение.
Ну, то есть любые жители, допустим, Москвы, да, либо гости приезжие могут прийти и попробовать, да, непосредственно любой, кухню. да. То есть будут какие-то мастер-классы или это будет все уже в готовом просто виде? Будут и мастер-классы, будут и готовые виды, будут и корнеры стоять. Этим занимаются наши предприниматели, это Ассоциация гостеприимства, наши лучшие шеф-повара ресторана «Махтал», усадьба Атласовых, Тыгын Дархан, Ретен Грин. На самом деле очень много талантливых поваров, которые находятся у нас в Якутии и постоянно этим гордятся, развиваются, и об этом много кто знает в нашей стране. Ну, кухня, понятно, да. Также, конечно, многие Якутии ассоциируют именно с ювелирными украшениями. В этом направлении будут ли какие-то интересные новинки? Обязательно. Наша, знаете, ювелирная, наверное, тема — это одно из первых ассоциаций, наверное, у всех. Компания КРГ будет проводить большое мероприятие. Это конкурс красоты, будут показывать украшения. И на самом деле, наверное, каждый сможет примерить, увидеть на себе вот эти ювелирные украшения. КРГ делает очень красивое мероприятие, дефиле, поэтому, я думаю, каждому будет очень интересно посмотреть на все эти мероприятия. Хорошо, вкусно поели, восхитились красотой ювелирных украшений. Ну а какая-то культурная программа будет? Песни, танцы? Обязательно, без этого никак. Каждый знает то, что в принципе Якутия — это культурный код. Это код, которым мы гордимся, мы его сохранили, мы его развиваем. Ну и, конечно, даем небольшие современные моменты. Здесь, конечно, очень большой акцент мы делаем на турпотенциал. Зима начинается с Якутии, здесь у нас и культурные программы, выступления, фестивали. Поэтому я думаю, что мы будем привлекать участников выставки именно своим, наверное, непревзойденным, сохраненным национальным колоритом. Тимур Юрьевич, вот мы отметили, что выставка-то будет проходить с 4 ноября по 12 апреля, то есть практически полгода. И мы, как зрители, можем ежедневно, то есть, любоваться культурой нашей республики, или, вот как вы сказали, только определенный день? Ну, каждый регион, он будет выступать в определенный день. Всего 89 регионов, и именно наш день — это 12 ноября, поэтому нужно именно в этот день поддержать наших земляков, которые будут выступать, стараться, привлекать и говорить о том, что такое Якутия, что было, что есть и какие планы у нашей республики в части развития. Ну, я думаю, пользуясь случаем, мы призываем всех, как вы уже сказали, наших земляков, да и вообще всех жителей нашей большой страны именно 12 ноября посетить замечательную выставку «Форум Россия». И я думаю, мы много чего полезного увидим, узнаем, ну а самое главное, вновь восхитимся тем, какая же у нас богатая республика. Да, именно так. Тимур Юрьевич, спасибо большое за то, что посетили наш утренний эфир. Мы желаем вам доброго утра, ну и, конечно, продуктивного рабочего дня, понедельника, ну и всей недели в целом. Спасибо. Республиканская школа Олимпийского резерва города Алдана набирает девочек 9-7 лет в хоккейную команду. В районе эта женская сборная по хоккею станет первой. Конькобежный спорт в Алдане активно развивается. Желающих стать на коньки немало. С какими нюансами сопряжено увлечение и в чем такое резкое увеличение численности спортсменов, узнали наши корреспонденты. У маленьких хоккеистов очередная тренировка. Альфия с сестричкой уже пробовали кататься на коньках, но на групповое занятие пришли впервые. К выполнению общего задания они приступать не спешат, пока девчонки только пробуют силы на льду. Я немножко научилась, потом я хотела каток, потом я волновалась. Ледовая арена физкультурно-оздоровительного комплекса была построена в прошлом году. Появление нового спортивного объекта стало предпосылкой к развитию конькобежного спорта. Хоккей стал популярным среди самых юных алданцев. Я занимаюсь 3 года, и мне нравится играть в команде. Больше всего нравится играть в команде с новыми друзьями. Сейчас по численности мальчишек в коллективе больше. Пока хоккеисты тренируются вместе. Однако в ближайшее время спортсмены и спортсменки будут разделены на группы. В настоящее время идет набор девочек в хоккейную команду. Желающие встать на коньки есть. Вот сейчас изменились немного правила, что раньше можно было девочкам вместе с мальчиками тренироваться, там играть, допустим, именно девочкам. Но сейчас по всей России ушли от этого, что именно девочки должны заниматься отдельно от мальчиков. И это как бы эксперимент у нас такой в Алдане. Не было никогда женской хоккейной команды.
Ну вот попробовали, и действительно много девочек откликнулось. Набор детской хоккейной команды сопряжен с рядом вопросов, решение которых не терпит отлагательства. Наряду с организационными нюансами в настоящее время рассматриваются варианты приобретения дополнительного инвентаря и экипировки. Детей много заинтересованных, приходят, хотят заниматься вот именно этим спортом. Но у нас есть трудности свои, в общем, не хватает экипировки у нас, запаса на исходе. А свежего еще ничего не приобрели. Поэтому трудность в этом. Да, действительно, такая проблема присутствует, потому как хоккей достаточно популярный вид спорта. У нас на сегодняшний день насчитывается больше 70 человек, которые уже занимаются согласно спискам, да, то есть, скажем так, официально. Плюс у нас еще порядка столько же хотят им заниматься, но, к сожалению, проблема с экипировкой имеет место быть. То есть, естественно, мы не можем покрыть полностью всю потребность за счет существующих в наличии, скажем так, элементов амуниции, поэтому необходимо их закупать. Сейчас есть договоренность с администрацией Алданского района о закупке амуниции на сумму порядка 1,5 миллиона рублей. Плюс ко всему мы, естественно, будем за счет своей внебюджетной сметы тоже участвовать в этом приобретении. Юные хоккеисты с удовольствием набирают опыт и наращивают мастерство. Скоро школьникам 2014 года рождения предстоит продемонстрировать технику и скорость на первых в их жизни соревнованиях. Алданский спортивный комплекс соберет хоккеистов из Якутии и Дальнего Востока. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Как здорово, что детский спорт в республике развивается, в частности, вот хоккей. Мы желаем этим юным спортсменкам, конечно же, достижения своих главных целей, но и побольше побед. Ну а самое главное, конечно, здорово наблюдать за тем, когда вот совершенно новый вид спорта развивается. Конечно, в этом здесь помогают родители. Взаимоотношения родителей и детей – это один из самых важных и трудных семейных правоотношений. Сегодня вместе с Вероникой Тамтосовой мы поднимем вопрос определения места жительства несовершеннолетних детей, когда и зачем его определять, и главный вопрос, может ли суд оставить ребенка с отцом, и как вообще проходит судебный процесс по спору с детьми. Доброе утро, дорогие телезрители! Сегодня мы поговорим о такой категории дел, как определение места жительства ребенка. В рамках бракоразводного процесса много различных направлений, то есть это и взыскание алиментов, взыскание на содержание матери, допустим, если речь идет о совсем грудничках, да, это определение порядка общения, определение места жительства ребенка. Вот эти определения порядка и места жительства ребенка очень взаимосвязанные вещи, потому что, как правило, у нас судебная практика, конвенции, они все-таки настроены на то, что, во-первых, дети остаются вместе, то есть если несколько детей, там, их не разделяют, да, это презумпция, что им так комфортнее, психологически комфортно, когда брат с сестрой проживают в одной семье, то есть, ну, допустим, или с мамой, или с папой. Что касается определения места жительства ребенка, у нас, как правило, судебная практика, если нет угрозы жизни и здоровью, определяет место жительства ребенка все-таки с мамой, да, ну, это сложившаяся практика, я полагаю, что чаще всего она верна, да? Каким образом это происходит? Необходимо понимать, что, во-первых, в этой категории дел обязательно участвуют представители службы социальной защиты, да, то есть они отвечают за то, чтобы не нарушались права ребенка, то есть чтобы условия проживания ребенка были комфортными, соответствовали его возрасту, его положению, там, у него было организовано место для сна, место для работы, чтобы жилое помещение отвечало санитарным гигиеническим требованиям, да, то есть они выезжают в дом и проверяют, где будет жить ребенок. Нужно иметь это в виду, то есть если вы планируете обратиться с таким исковым заявлением, то обязательно нужно учитывать, что обязательно выезд к вам будет. Далее, они, конечно, смотрят характеристику на родителей, то есть с места работы, с места службы, да, как характеризует данное физическое лицо. Опрашивают свидетелей, если есть такая необходимость, запрашивают данные справки, то есть о наличии отсутствия судимости, да, о наличии отсутствия постановки на учет, то есть психонаркодиспансеры, да, обязательно тоже это все запрашивается. Далее, если у нас возрастная группа ребенка отвечает требованиям, то есть что ребенок уже достиг возраста, когда он может давать самостоятельно в суде пояснения, то есть уже психологически это не будет травмой, суд его обязательно запрашивает. И вот здесь нужно иметь в виду, что несмотря на судебную практику, мнение ребенка, оно будет, возможно, важнее.
То есть в общем целом доказательств, если ребенок показывает, допустим, что он хочет жить с папой, то это мнение судом обязательно учитывается. Далее. Если есть признаки, что на ребенка оказывается психологическое давление, да, что он находится в стрессовой ситуации, что правдивые показания он дать не может, да, это все вот на суде видно, то суд предлагает и даже настаивает на проведении экспертизы. То есть с ребенком работает психолог, да, в какого-то психологического аккредитованного центра, который имеет право давать такие заключения. То есть в рамках судебной экспертизы проходит работа с ребенком, с родителями, да, то есть, это с целью в том числе достижения объективного пояснения, почему сложилась такая ситуация, почему ребенок испытывает дискомфорт. И уже специалист, эксперт, да, в этой области, психолог, дает заключение о том, с каким родителем комфортнее ребенку находиться, почему он находится в такой стрессовой ситуации, да, что будет лучше для ребенка. Какие-то рекомендации, общее заключение, с кем может проживать ребенок. Все это учитывается как свидетельские показания. То есть собирается такая, скажем, пакет документов, такое дело, да, на основании чего, на всех доказательствах которого уже суд принимает решение объективное, всесторонне исследовав, где лучше, комфортнее в интересах ребенка ему проживать. То есть презумпция интересов ребенка, она на первом плане. Поэтому если вы решитесь обращаться с таким исковым заявлением, пожалуйста, подготовьтесь заранее. Вот эти факты будут обязательно устанавливаться, будьте психологически к этому готовы. Если возраст ребенка позволяет, нужно и его психологически подготовить, да, чтобы все эти стадии судебного процесса, если появилась необходимость, пройти. За первые 6 месяцев 2023 года жители Якутии перевели мошенникам более 473 миллиона рублей. Ежедневно мы слышим о новых случаях, когда якутяне становятся жертвами мошенников, лишаясь крупных денежных сумм, а иногда даже и попадают в долговую яму. Мошенники постоянно совершенствуют свои схемы, придумывают новые методы, чтобы завоевать доверие и обокрасть людей. Эксперты прогнозируют, что к концу этого года число этих действий увеличится примерно на 30%, как и в предыдущие годы. Наибольшее количество случаев ожидается в октябре и декабре. Сегодня наши эксперты – это Марков Николай, начальник отдела защиты конфиденциальной информации РЦИД, и управляющий отделение Банка Республики расскажут нам, простите, не представила, поторопилась, да, Коноплев Антон. Именно с этими людьми сегодня мы поговорим на опять ту же самую тему, о которой мы часто говорим, о том, как обезопасить себя. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Антон Анатольевич, конечно, схем у нас очень много, да, и мы постоянно о них говорим, да, но какие-то есть ли общие? Да, давайте еще раз, для тех, кто, возможно, не слышал о них, и даже ни разу еще никто им не позвонил. Бывают такие, да, люди. Вот первые звоночки, на что нужно обращать внимание? Я, наверное, уже не знаю таких людей, кому бы еще не позвонили мошенники. Большинство, конечно, успешно справляется, но самый главный признак – это звонят и начинают говорить о ваших деньгах. То есть с вашими деньгами что-то случилось. С первых буквально слов людей стараются ввести в состояние испуга. Сначала испуга, потом страха за свои сбережения. Выводят, так сказать, из психологического равновесия и начинают их давить дальше. То есть как только человек начинает реагировать, с ним начинают работать. Сейчас с вами будет работать либо специалист банка, либо, представитель правоохранительных структур. В некоторых случаях даже ссылаются на специалистов Банка России. Я хотел бы еще раз подчеркнуть, что ни правоохранители, представители правоохранительных органов, кто бы это ни был, МВД, прокуратура, там ФСБ, любые правоохранители, они напрямую не работают. Они не работают, не пытаются провести какие-то операции. Банк России вообще не работает с физическими лицами напрямую. Поэтому, как только вы это слышите, значит, это 100% мошенники. Я рекомендую вам прекратить разговор и, если вы все-таки осталось какой-то осадок и какой-то страх внутри, самому позвонить в банк по номеру, который указан на обратной стороне вашей карты. Сергей Владимирович, на какие чаще всего, да, схемы попадаются якутяне? Это, наверное, не Сергей Владимирович, это, наверное, вопрос больше к Антону Анатольевичу, правильно? Основные. Основные схемы. Вот так выделить прямо трудно, наверное, да. Все-таки основная схема – это когда людей
предлагают, значит, сделать перевод в пользу кого-то, да, то есть, наверное, из последнего можно выделить, когда предлагается сделать перевод личных денежных средств на защищенные счета. Вот это вообще схема такая самая распространенная, самая рабочая. Если денежных средств собственных не хватает, человеку предлагается взять кредит и перевести эти деньги. Как это выглядит? Да? То есть вам звонит работник банка, предупреждает, что на ваше имя берется кредит, вот, и значит, в ваших интересах якобы сделать встречный кредит. Перевести деньги на защищенные счета, чтобы они друг друга погасили, и начинается, значит, какая-то совершенно невозможная ерунда, чепуха, значит, да, человека вводят в заблуждение. Никаких встречных счетов нету, никаких встречных кредитов нету, защищенных счетов нету, есть обычные счета. Вот, поэтому все вот эти разговоры — это все мошеннические уловки. Вот это, наверное, самая распространенная схема. Она обрастает деталями, там, например, может прийти СМС, может прийти какое-то сообщение на электронную почту, могут прислать фальшивое удостоверение сотрудника там, правоохранительных органов, опять же, или там даже работника Банка России. Это все мошенники. Николай Владимирович, а какие основные правила финансовой грамотности необходимо соблюдать, чтобы не стать жертвой мошенников? Ну, самое главное — это обезопасить себя, получается, да, это пользоваться надежными паролями и обязательно пользоваться двухфакторной аутентификацией. Это подтверждение человека, ну, именно этот ли человек заходит в эту систему. Это бывает подтверждение пароля через СМС, там, подтверждение через email, ну, то есть именно двухфакторная аутентификация, просто многие его не подключают, и тем самым попадаются на уловки и попадаются именно, ну, их аккаунты взламывают люди. Поэтому в некоторых системах вот эта метод защиты, она обязательна. Вот, например, приложение банка, да, там специально обязательно требуется там пин-код какой-то, там, либо там отпечаток пальца, да. Но есть и другие приложения, которыми люди пользуются, которые люди, мошенники взламывают, и, пользуясь ими, у людей там выманивают деньги, например, социальные сети. Там такой метод защиты не является обязательным, поэтому люди должны, она там присутствует, то есть люди сами должны зайти в настройки и как бы его включить. Поэтому многие люди, к сожалению, не знают, как это делать, да, и вообще она существует. Поэтому у нас идет как бы просвещение. Рекомендую смотреть вот сайт Инфобиз Саха-Якутия. У нас там есть специальные ролики, например, да. Эти ролики можно показывать детям, там, пожилым людям, ну и тем самым им просвещать то, что существует вот такой метод защиты. То есть все-таки вот многие даже ленятся порой, да, вот поставить дополнительную эту функцию. Просто думаешь, меня это не коснется. А на самом деле вот эта вот защита в двух моментах, да, двухфазная, да, это очень важно. Да, очень важно. Очень важно. Антон Анатольевич, а какая динамика онлайн-преступлений наблюдается в текущем году в нашей республике по сравнению с предыдущим годом? Ну, отдельно по республике такой статистики онлайн-преступлений мы не выделяем. Банк России собирает сведения от всех кредитных организаций, обобщает их. Но в целом за второй квартал можно, значит, вот назвать некоторые цифры. Я вот захватил сегодня. Всего за второй квартал количество операций без согласия клиентов — это 279 706. Вот за второй квартал мы зарегистрировали. На сумму 3 миллиарда 622 миллиона рублей. Это в целом по Российской Федерации. Что здесь можно подчеркнуть? Что мы разделяем такие операции по картам, по счетам, да, где дистанционное обслуживание или переводы, по системе быстрых платежей, электронные кошельки и без открытия счета. Вот подавляющее число вот таких операций без согласия клиентов — это по пластиковым картам. Это 244,5 тысячи операций. Процент возврата денежных средств по таким операциям всего 7. А, например, по счетам, когда вы переводите со своего счета на счет мошенников, всего 1,7%. То есть практически даже 2 человека из 100 не возвращают свои деньги. Об этом надо всегда помнить, когда вы начинаете перевод в адрес кого-либо. Да, потому что вы должны точно быть уверены, кому вы переводите и за что. Из каких типов атак можно, значит, подчеркнуть? Да?
во втором квартале увеличилось использование методов социальной инженерии на 31,5%. Это как раз вот то, о чем мы сейчас говорим, когда с человеком начинают разговаривать, выясняют обстоятельства, он, значит, ведется, да, пользуется, там, пугается или, наоборот, хочет много заработать. Это вот как раз социальная инженерия. А также рост отмечен по иным атакам. Это вот о чем коллега сейчас говорил, это компрометация учетных данных. Факторная идентификация как раз решает эту проблему. Эксплуатация уязвимости в программном обеспечении — это 54,7% роста. То есть мошенники давят вот на эти две области. Пользуются они телефонными номерами, в первую очередь, 8800. Да, здесь рост на 377%. То есть в 4 раза практически увеличилось. Да? И мобильные телефонные номера — это плюс 66%. То есть вот люди, вернее мошенники, ну они тоже люди, они пользуются как раз вот этими двумя каналами, используя вот такие методы, и вот такая статистика. К сожалению, еще раз подчеркну, возврат денежных средств очень затруднителен, потому что, как правило, деньги выводятся, сразу обналичиваются, и потом не найти. Да. Николай, а что же делать при подозрении в компрометации финансовых данных или аккаунтов, чтобы минимизировать ущерб и восстановить свою безопасность? Ну, тут, как говорят, доверяй, но проверяй, да? Поэтому, если что-то подозрительное вы почувствовали, если вам вот пишет ваш знакомый, там, по другим каналам с ним свяжитесь, созвонитесь, задайте вопрос, да? В любом случае, надо проверять. И те же вот бывают фишинговые атаки, да? Вроде сайт похож на на настоящий, куда вы постоянно заходите, там вводите свои данные, ну, карточки иные, да? Там надо именно проверять, там, буковки прям перечитывать, там, быть внимательными. То есть такие совершенно примитивные, простые вещи, да, которые могут обезопасить вас, правильно? Да, все верно. Спасибо большое, что посетили наш утренний эфир. Ну а мы, как всегда, обращаемся к нашим дорогим телезрителям. Будьте внимательны, не поднимайте трубки от незнакомых номеров. Если вдруг вы услышали какие-то подозрительные вопросы, ну или, конечно, предложение обезопасить там свои денежные средства, будьте внимательны, не доверяйте. И самое главное, обезопасьте себя заранее, просто сделав вот несколько манипуляций, о которых нам сегодня говорили утренние гости. Ну а самое главное, берегите себя и своих близких. Ну а мы сейчас передаем слово нашим коллегам из новостного отдела. Якутия, доброе утро. Далее предлагаем блок новостей. Правительство компенсирует Якутии затраты на тушение лесных пожаров. Кабмин направит 2,5 миллиарда рублей 11 регионам, в том числе нашей республике, для компенсации затрат на тушение лесных пожаров. Об этом сообщается на сайте правительства. Средства выделены из резервного фонда и поступят в Якутию, Алтайский, Красноярский и Хабаровский края, Амурскую, Курганскую, Магаданскую, Свердловскую, Томскую и Тюменскую области, а также Ханты-Мансийский автономный округ. Ученые университета имени Сечина Минздрава России открыли способ подавления роста злокачественных новообразований с помощью нанополимерных частиц, которые также можно использовать для доставки в клетку специальных препаратов. Как объяснили в пресс-службе университета, эти частицы можно использовать для доставки в клетку противоопухолевых препаратов, что повысит эффективность лечения и минимизирует количество побочных эффектов. По словам ученых, новые эксперименты показали, что нанополимеры способны проникнуть внутрь клетки, если смогут на какое-то время закрепиться на ее поверхности. Всемирный день борьбы с инсультом отмечался накануне. Данный праздник был учрежден в 2006 году Всемирной организацией по борьбе с этим недугом, чтобы напомнить о его серьезности и повысить информированность о нем. Профилактическую беседу жители Амги провели с врачом-неврологом. Темой разговора стало предупреждение и профилактика инсульта. В последние годы этой болезни подвергаются все больше молодых людей. Так, каждый год фиксируют около 30 случаев. Большинство происходит по причине повышенного артериального давления, а также повышения уровня холестерина. Одной из важных мер профилактики и предотвращения инсульта является диспансеризация, регулярные медосмотры, здоровый образ жизни, коррекция факторов риска. О первых симптомах инсульта и какую помощь должны оказать родственники, до приезда скорой помощи. Народ собрался, народу много, очень
говорят, что получилась интересная лекция, задали много вопросов. В Театре оперы и балета идет активная подготовка к крупнейшему мероприятию. Со 2 по 12 ноября на сцене театра пройдет фестиваль оперного искусства «Ария Севера». Афиша форума включает самые яркие спектакли репертуара с участием ведущих голосов Театра оперы и балета и приглашенных солистов, ведущих оперных театров Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, а также Италии. Так зрители услышат лучшие голоса страны в операх русских и зарубежных композиторов. Это «Князь Игорь», «Бородина», «Севильский цирюльник», «Россини», «Кармен», «Бизе». В этом году в фестивальную оперную кампанию попадет также одна из лучших классических оперет «Сильва». А завершит фестивальную программу гала-концерт ведущих солистов Государственного театра оперы и балета Республики, а также приглашенных артистов. Программа очень конкретная. Опера «Бородина», «Князь Игорь». Мне очень нравится это половецкие пляски. Во всем мире все знают этот шедевр, и без них, конечно, музыкальная литература планеты обеднела бы. К текущему часу это все новости. Всего доброго и удачного дня. Дорогие друзья, уже в эту среду, 1 ноября 2023 года, в ресторане «Хиллз» по адресу Лермонтова, 36 пройдет финал телевизионного реалити-шоу «Городские девчата», который стартовал, у нас уже прошел практически на телеканале «Якутия-24». Это первое реалити-шоу на нашем канале. Если вы хотите стать частью этого проекта, либо стать свидетелем финала, мы приглашаем вас посетить ресторан «Хиллз» в эту среду и отметить не только начало нового месяца, но и знать имя победителя этого проекта. Вход бесплатный. Внимание, действует депозитная система столов. Номер для бронирования столиков +7 924 877 55 36. Приходи, ты узнаешь, кто же станет победительницей главного реалити-шоу этого сезона «Городские девчата». Сегодня герой нашей постоянной рубрики «Сад и огород» – фикус. Согласно учению фэн-шуй, фикус имеет очень мощную энергию, которая способна приносить заряд радости и бодрости в квартиру, где он обитает. Наверняка у вас возник вопрос, как же привлечь эту благоприятную атмосферу в свое помещение. У нас есть несколько советов. Фикус, который будет расположен в спальне, однозначно придаст спокойный сон. А если вы поставите его на кухне, то он будет охранять дом от голода и бедности. Если же установить это растение на юго-восточной зоне, то оно обязательно принесет состояние гармонии и благоразумия. Однозначно вспыльчивые люди сразу же станут спокойнее, а люди, которые не уверены в себе, станут достаточно целеустремленными. Доброе утро, меня зовут Валерия, и я профессионально занимаюсь озеленением помещений. Сегодня я хочу вам рассказать про фикус эластика или каучуконосный, его называют еще. Сегодня я вам покажу, как можно формировать крону этого фикуса. Бывает такое, что фикус растет в разные стороны, не очень красиво, и его обязательно нужно формировать. То есть мы осуществляем прищипку растения. Чтобы правильно сформировать крону нашего фикуса, нам понадобится инструмент, либо ножницы, либо секатор, который нужно обязательно обработать перекисью водорода или другим антисептиком. Вот, например, мы прищипнули фикус в этом месте. Прищипка осуществляется где-то примерно на сантиметр выше основного листа, в направлении которого мы хотим задать. То есть мы вот здесь вот прищипнули, и вот сюда вот эта вот ветка пойдет. То есть мы задаем направление сюда. Когда мы прищипываем, у фикуса образуется млечный сок. Он немного ядовит, поэтому с ним нужно быть аккуратным. И когда сок идет, мы берем либо ватный диск, либо обычную тряпочку, смоченной водой, и просто вот так вот прикрываем до тех пор, пока сок не перестанет течь. После этого мы ранку либо присыпаем активированным углем, либо садовым варом. Некоторые бывают заливают парафином. Эти срезы, о которых я сейчас рассказываю, были сделаны примерно месяц назад, и получились у нас вот такие вот маленькие фикусы.
Вот такая вот хорошая корневая система уже здесь, которая готова к посадке в грунт. Грунт мы составляем тоже рыхлый, хороший, дренированный. Часть земли или торфа садовой земли можно взять, и часть разрыхлителей. И обязательно дренаж, когда будете садить в горшочек. И еще небольшой лайфхак. После того, как мы срезали черенок, можно положить, допустим, у нас 2 черенка, мы кладем их в небольшую емкость, полностью вот так вот окунаем листву, чтобы листики напитались водой. После этого мы уже берем стаканчик подходящий, наливаем чистую отстойную воду и ждем прорастания корешков. Воду не надо менять, мы просто доливаем туда свеженькой воды, если она испаряется. Если вы хотите, чтобы ваш фикус был пышным, а не торчал просто палочками в разные стороны, производите обязательно обрезку. Не бойтесь, ему пойдет это только на пользу. Обрезку желательно производить ранней весной. Всем доброго утра, до свидания. Кого же ждет неожиданный заработок, а кого-то, возможно, и любовное приключение на этой неделе? Далее расскажем, что же приготовили звезды для представителей всех знаков зодиака. Овен. Упустить свой шанс вполне можно, но вам удастся этого избежать, если на протяжении недели не будете тянуть время. Вам необходимо прислушиваться к себе, распознавать с помощью интуиции выгодные предложения, принимать правильные решения. Если вы будете уверены в себе, то не упустите того, что будет для вас хорошо. Телец. Силы потребуется распределять рационально всем представителям знака. Их не нужно тратить только на профессиональную сферу, потому что в иных будут происходить определенные события. Тельцам потребуется вспомнить о своих ключевых целях и сосредоточиться на них. По возможности нужно отказаться от новых знакомств. Близнецы. Повышением качества своей жизни можно озадачиться. Вы даже будете хотеть что-то изменить. Можно поискать работу мечты, пройти несколько собеседований. Вам также удастся помочь близким и родным в важных делах, решить их проблемы, за что вам будет выражена благодарность. Рак. Судьба сделает вас своими баловнями на этой неделе. Вы сможете пожить в свое удовольствие, решить проблемы, которые давно не давали вам нормально спать. Вы будете видеть во всем только хорошее, но совсем терять бдительность вам все же не стоит. Физическое здоровье может пошатнуться, могут дать о себе простуды. Лев. Тревога не будет вас отпускать, но беспочвенной она также не станет. В каких-то моментах вы будете себя накручивать. Очень важно вовремя устранить все факторы, которые могут помешать счастью, чтобы ситуация оставалась под контролем. Необходимо определиться и с деньгами, решить, куда их вкладывать. Дева. Ваша интуиция будет обострена на протяжении всех 7 дней, поэтому смело ей доверяйте. Не останавливайтесь на долгое время, не задумывайтесь о мелочах, которые вообще можно игнорировать. Только при выборе такой тактики можно будет безошибочно выбрать правильный путь. Весы. Финансовая сторона жизни может вас порадовать. Возможно, прибыль, о которой вы даже не мечтали, но не стоит сразу тратить все деньги, ведь скоро появится возможность купить то, что вы давно хотели. Если столкнетесь с агрессией, обратитесь к близким, которые смогут обеспечить поддержкой и пониманием. Скорпион. Чрезмерная эмоциональность бывает вредной. Вы поймете это, если не будете держать себя в руках. Если будете нервничать, быстро доведете себя до истощения. Лучше отказаться от того, что заставляет тратить слишком много моральных сил. Точно не даст покоя личная жизнь, которая порадует вас сюрпризами. Стрелец. Крупные поступления будут иметь место быть. И это не касается финансов. Выражаться они будут в виде оборудования или техники. Возможно, покупки телевизора, пылесоса или компьютера. Ваше настроение после этого улучшится. Оптимизм вам внушат отношения с избранником. Таковые будут очень доверительными и теплыми. Козерог. Здоровье должно выйти на первый план. Особенно важно следить за тем, что вы едите. Покупать только качественные и свежие продукты. Личная жизнь представителей знака обязательно начнет меняться. Отношения с избранником выйдут на новый уровень. В них появится больше доверия и тепла. Водолей. Социальная сфера будет привлекать ваше внимание на этой неделе. Вы будете интуитивно чувствовать, что нужно знакомиться. И это, возможно, поможет вам найти того,
кто в будущем станет помогать в важных вопросах. Развивайте романтические отношения, вы точно будете довольны результатом. Рыбы. На этой неделе будьте крайне внимательны. Возможно, неприятное положение, связанное, например, с потерей денег или ссорами. Погрузитесь в работу. Важно не терять бодрость духа и не опускать руки. Тогда успех не заставит себя долго ждать. Центр «Мой бизнес» объявляет набор на образовательный проект «Папа-предприниматель», который пройдет с 27 ноября по 1 декабря. А все подробности мы узнаем у нашей утренней гости. Это Анна Филиппова, начальник отдела образовательной поддержки Центра «Мой бизнес». Доброе утро, Анна. Здравствуйте. Название проекта говорит само за себя, да? Папа-предприниматель. То есть, соответственно, участники только мужчины, да, и, соответственно, они должны быть папами и предпринимателями, правильно? Да, мы приглашаем принять участие в образовательном проекте «Папа-предприниматель». Это мужчин, которые хотят открыть собственное дело и имеют несовершеннолетних детей. Либо предпринимателей, у которых небольшой стаж, это не менее 1 года предпринимательской деятельности. И в результате образовательного проекта они смогут научиться разрабатывать собственный бизнес-проект, защитить его, а лучший бизнес-проект получит грант в размере 100 тысяч рублей на старт и развитие собственного дела. Очень хорошее начало, да, такое? Вы говорите, что это образовательный проект, то есть они должны будут пройти все определенные обучения, правильно? Да, конечно же, это образовательный проект. В течение 5 дней участники научатся именно, да, у них сформируются компетенции, будут учиться правильно писать бизнес-план. Кроме этого, в программе подразумеваются бизнес-визиты к успешным предпринимателям нашего города, мастер-классы, обучение различным мягким компетенциям, которые также нужны предпринимателям. То есть, помимо того, что примут участие, так еще получат знания, а возможно, еще и выиграют денежную сумму на стартовый капитал, так сказать, да? Конечно, совершенно верно. То есть не только обучение, но и возможность выиграть 100 тысяч рублей на развитие собственного дела, а также те знания, которые получат, тот бизнес-проект, который они напишут под руководством от квалифицированных наших преподавателей, безусловно, пригодится им в жизни. Не так давно вы проводили аналогичный проект, но он уже назывался «Мама-предприниматель», да? Были у вас есть результаты, да? Какие вот интересные моменты запомнились с того конкурса? «Мама-предприниматель» прошел в августе месяце, и надо сказать, что та группа участниц, которая приняла участие, они не только сдружились между собой, но и получили огромный толчок и мотивацию в развитии собственного дела. Некоторые из них уже зарегистрировались в качестве предпринимателей, самозанятых и смотивированы, чтобы начать предпринимательскую деятельность. А кто же стал победителем? Победительницей стала мама, которая имеет свой бизнес в логопедической деятельности для школьников. И надо сказать, что сейчас она готовится, чтобы стать участницей федерального этапа и побороться за грант на всероссийском уровне в размере 1 миллиона рублей. Так что, пользуясь случаем, я бы хотела пригласить мужчин принять активное участие в программе «Папа-предприниматель» и стать участником. И, может быть, именно вы сможете выиграть грант в размере 100 тысяч рублей на развитие собственного бизнеса, защитив свой бизнес-проект. Очень интересная вообще идея, да, то есть мама-предприниматель была, папа-предприниматель будет, а дальше, может быть, бабушку сделаем и дедушку предпринимателями тоже. А почему бы и нет? Кстати, очень хорошая идея, тем более, что вот и в сентябре мы провели образовательный проект для многодетных семей, и тоже они получили возможность и выиграли 100 тысяч рублей. Так что это, безусловно, очень даже неплохая идея. Неплохая идея. А кому и как можно будет подать заявку? Ну, вот, то есть посмотрел сейчас папочка у нас какой-то, да, готовит завтрак и думает, я хочу, я могу, у меня есть идея, куда же бежать сейчас? Более подробная информация у нас размещена на нашем портале Центра «Мой бизнес». Это moybiznes14.rf. Можно войти на наш портал и получить всю необходимую информацию по участию в этом образовательном проекте. Конкурс конкурсом, значит, будут оценки определенные, да? Кто же будет оценивать участников этого проекта?
Как правило, членами экспертной комиссии Центра «Мой бизнес» становятся не только преподаватели центра, но и высококомпетентные наши люди. Это представители общественных организаций бизнеса, представители органов государственной власти и успешные предприниматели. И вот, соответственно, мы уже сказали о том, что это будет длиться с 27 ноября по 1 декабря. Да. То есть, по сути, много времени не займет, можно совмещать с рабочим, да, процессом, с семьей. То есть папы из жизни не выпадут. Конечно же, не выпадут, тем более, что мы предполагаем для мужчин немножко изменить само содержание проекта, и все, что им нужно будет, они будут делать в рамках образовательного проекта. А уже активные наши мужчины в республике, уже поступают заявки? Заявки уже поступают, мы этому очень рады. И еще раз, конечно же, мы призываем наших пап принять активное участие и воспользоваться вот такой возможностью. А если говорить вообще о том, вот молодые папочки, да, скорее всего, больше принимают участие, да? Вот в каких сферах они проявляют интерес? То есть вот бизнес какой хотят открыть? Вот бизнес-проекты какие, идеи у них? Наверное, барбершоп, да? Это вот, наверное, самое популярное, да? У девочек маникюрный салон, у мальчиков что? Я бы сказала, что направления очень разные. И бывает так, что бизнес бывает чрезвычайно интересным направлением. Это и прикладное искусство, это и строительство, и ремонт, это и открытие спортивных школ для школьников, что очень мы приветствуем. Это и непосредственно малый бизнес у себя в улусах, в наследях, необходимый своим жителям той местности, что очень похвально. Очень похвально. Ну что, дорогие мужчины, кто смотрит нас сейчас, желаете принять участие в очень образовательном, полезном проекте «Папа-предприниматель», обращайтесь, подавайте заявку, дерзайте. Возможно, именно это станет таким хорошим стартом для вашего будущего, такого хорошего, большого, глобального бизнеса. Мы благодарим вас за то, что посетили наш утренний эфир. Ну а вам, дорогие телезрители, мы желаем доброго утра, прекраснейшего настроения. Ну и, как всегда, в 7:00 на телеканале «Якутия-24» НВК «Саха» мы вновь увидимся, но это будет уже завтра. До новых встреч!